Нина, Юрий Вениаминович, пожалуйста, посмотрите на меня. О, хорошо. Кроме единственного конституции. Может приблизить до... Садитесь. Собрались в такой непринужденной обстановке в виде огонька, как встреча поколений. Это организовано в связи вот этой датой, также 55 лет нашей школе. И встреча поколений, то мы рассчитываем, что бывшие наши выпускники, те учителя, воспитатели, которые работали у нас, работают, продолжают работать, сегодня поделятся своими впечатлениями, своими достижениями, как у них сложилась и личная, и общественная, и трудовая жизнь. Выпускники, возможно, и скажут о своих ошибках, которые были допущены в школе, чтобы их младшие братья и сестры этих ошибок не уверены в своем завтрашнем дне. И, конечно, каждому, чтобы была, как говорится, рабочее место, чтобы нашел каждый свое место в рабочем строю отчизны. Это очень колоссальная забота. У нас также, чтобы мы своих детей должны защищать. Для этого у нас введен специальный еще штат, социальный педагог, который работает, начала Людмила Алексеевна Бубякина. И все дети ваши, кому что полностью гарантировано было те
законы, те инструкции, которые выпущены именно в защиту, в пользу инвалидов. Ну, сильно долго, что-то я много, надо остановиться, много говорящих. И разрешите ваше пожелать вам всем доброго здоровья, хороших, замечательных достижений и в труде, и в учебу, во всех тех светлых деяниях, которым вы занимаетесь. Будьте здоровы. Председатель республиканского управления ВОЗ, директор Якутского УПП ВОЗ. Из Москвы гости, Зеленоградский район, научно-производственное объединение «Микрон». Савельев Борис Викторович. Похлопаем. И начальник опытного производства Гончар Владимир Корнеевич. Я в эту школу поступил тогда, когда эта школа еще была в районе, на Кангаласском, сегодня не буду. Там школа была небольшой. Там в этой школе учились дети, количество детей было колебалось от 18 до 25. Больше не было. Была очень маленькая школа. Мы в то время оканчивали неполную среднюю школу. Так же, как сейчас у вас девятилетка равнялась уровню образования. По созданию новых рабочих мест для инвалидов мы пригласили научно-исследовательское объединение «Микрон». Это по электронным новинкам. И Воронежское и Торжковское предприятие это по кистям, щеткам. И Ростовское предприятие это по электромонтажному оборудованию. И есть проведение международной декады инвалидов. Здесь вместе со своим замом Бутурлиновское учебно-производственное предприятие Воронежской области. Это предприятие работает с незрячими с 1947 года. И становление предприятия проходило в различных условиях. Выпускали самую разнообразную продукцию, начинали от разработки мела. И вот сегодня выпускаем щетино-щеточные изделия. Ну, вы знаете, что это такое? Это щетки и обувные, и одежные щетки, и щетки-сметки, и щетки для подметания пола. В общем, наше предприятие специализируется в основном по выпуску щетино-щеточных. Главный человек Семен Романович Архипович, что вы разрешите вам? Тоже небольшой сувенир. И пусть это вам украшает ваше жилище. Тех, кто остался сейчас первым учеником этой школы. После школы работал в ряде районов учителем по ликвидации безграмотности. За 55 лет вышло немало поколений, которые воспитывались в этих стенах. Конечно, я хотел бы пожелать вам лучше, чтобы
Алексей повернулся лицом к вам и построил вам новый, светлый, красивый возможный комплекс учебных, единую школу, которая, чтобы не было бы стыдно, как гостю Хочу спеть песню. Алеша, иди как нам здесь. Алеша, дай нам Их должны их отгадать. И кто отгадает, получит, соответственно, приз. У нас всегда так бывает. Призов. Первая загадка. Здесь часть растения. Где вот здесь? Вот. Вот. Здесь часть растения, которое растет в тропиках. Многие любят его, но большой пользы от него нет. лавровый лист. Табак. Что еще? Внимание, всем слышно? Да. Третья загадка. Любимая вещичка девчонок. Кукла. Что в детстве было забавой, а на всю жизнь до конца обернется приятной заботой. Технические работники, все наши гости уважаемые, взрослые, дети, маленькие. От всей души поздравляю вас всех с юбилеем нашей школы, которую мы нынче вообще-то не намечали. У нас получилось как-то слишком спонтанно, поэтому не назвали юбилеем, а встреча выпускников. Нас извините, если у нас получилось не так. Но поскольку мы собрались с вами, встретились, разговариваем, воспоминания делимся, конечно, это приятно, потому что сейчас очень трудно. Не все родители к нам приходят, не все выпускники приходят, но все-таки все очень много находятся в городе. И время от времени нам надо встречаться в своей школе, приходить. Вот старейшины, наши учителя, конечно, всегда к нам приходят. Мы их так хорошо, им так рады. Они для нас такие родные. Я просто не представляю, как мы без них живем. Ага, вот много наших учителей не пришли, болеют, возраст сказывается. Мы сейчас заезжали к ним, они не...
И много таких у нас учителей, имена которых для нас очень дороги, памятные. Мы их очень уважаем. У нас в нашей школе учатся очень много детей, наших детей, которых мы учили, наши уже внуки. Вот родители пришли к нам, уважаемые, и часто общаются с нами, приходят, и дети их учатся. Фомин Дмитрий Матвеевич, который со школой имеет очень тесную связь. Неустроевы Петр и Елизавета, для нас они все равно дети, поэтому я называю их по именам. Так, Неустроева Москвитин Юра и Зоя, Томский Аполлон и Уля, Юмшанова Гера и Настенька, мои ученики, Попова Ульяна, Неустроева Марина. Вот таких родителей, дети, которых у нас учатся. И мы бы хотели перед родителям, они заботятся о своих детях, беспокоятся, приходят, ну, и чтобы тоже помогали нам в воспитании и обучении этих детей. Не просто от нас требовали. Мы вкусный обед, ее заботу. Поэтому от имени всех нас мы ей вручим одно женщину ягодку. Юрия Вениаминовича мы подарили бокал, чтобы он на пенсии сидел еще и не попытал. И Владимир Сергеевич очень хорошо сказал. При Владимире Сергеевиче он молодой был, и я молодая была. Мы только начали работать. Очень хорошо пение было поставлено. При нем дети у нас так активно хорошо пели. Как только сядет в автобус, всегда у нас очень хорошее хоровое пение было. Чего у нас сейчас нет. Дети у нас совсем не поют. Так что Владимир Сергеевич, я очень хорошо любовь воспитывал к классической музыке. Поэтому особо хочу подчеркнуть. Пожалуйста, поэтому мы дарим ему большой фломастер. Терентий Иванович, наш милый, чтобы ему было тепло, чтобы он долго-долго жил. Коврик дарим. Надежда Петровне, Марии Егоровне, Барбаре Гавриловне мы дарим украшения фабрики Сантана. Давайте похлопаем. Стася Афанасий Дмитриевич, и еще они у каждого есть Стася, они на охоту ходят, поэтому... Егорова Пантелеймона Романовича, будем голосовать за кандидата нашего товарища? Скажите, пожалуйста. Будем голосовать? Где он? Телефон. Наш самый активный родитель, пожалуйста, ему дарим чайник. Почему-то не приехали Юбшановы. Очень хорошие девочки не учатся у нас. Герман и Анастасия. Анастасия украшения, Герман фломастер. Света, дайте. Света, где наша Света Юбшанова? Бегает. Да, плохо, что дети наши все разошлись. Она у нас... Так, дальше Неустроевы Елизавета и Петр. Елизавета Чашка, Петру фломастер. Там стена. Thank you.
Ленца. Омским, Аполлоне и Ульяне, у них маленькие дети, поэтому дети не залезали, не мерзли тапочки. Мамочка Сартана. Его старший сын у нас учится, да? Попова Ульяна. Уля здесь, нет? Попова дочка здесь? Попова дочка здесь? Не устроил Марина, очень добрый мальчик растет. Пожалуйста, украшения нет. Да если кого-то пропустили, пожалуйста, извините. И вот всех еще раз поздравляю. Давайте дружно похлопаем нашим. Съемки Так, приготовиться. Первая попытка. Внимание, сюда посмотреть. Сюда посмотреть. Внимание, внимание. Так, раз, два, три. Так. Пока идет киносъемка, еще здесь телесъемка. Так, внимание. Так. Хорошо снимайте, голосовать не будем. Так, сейчас по частям еще. Сейчас по частям еще снимаю. Внимание, левая часть. Так. Теперь дальше. Дальше, если что не получится, будет на телеэкране потом смотреть. Так, внимание. Так, внимание. Так. Сейчас вот с птичьего полета бы еще снять как. Да вы хоть с крыши снимите. Внимание. Ага. Так. Внимание. Ой, как много от нас, да? Тут панорама сейчас снимает. А там еще приключения. Так, хорошо. Два зайчика. Вот она автобус. Так, все. Хоть сейчас можно, если ты не залезешь, то сейчас. Сама хочешь, Спасибо. Ходи, ходи, ходи. Самые кадры интересные сейчас, понимаешь? Да? Так. Угу. А так и подожди. Я Елизавета Ефимовна взял в камеру. Да? Крупным планом, да? Ага. Дима! Дмитрий Матвеевич! Я вот, значит, объясню. Вот это, значит... Нет, смотрите на газету, на меня не смотрите. Конечно. Ой, я не знаю. Да? Молодец. Молодец. Да, да, серьезно. Серьезно, впечатляюще так. Большая, так. И графические вещи здесь. Вот здесь перевод единиц.
Просто молодцы. Очень так держать. Вперед, вперед. Вот так показываю, да? Видно, как я показываю? Так, вперед. Плохо. Спасибо. Тихо, 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 не кричать. Запись идет. Ага, и уже кидли. Ага. Вы садитесь, ребятишки. Ребятишки, садитесь все, смотрите. Смотрите библиотеки, все, занимайтесь. О, крупным планом. Сняли. Что ты, Роман? Чтобы она не вылетела. Альбомы хотят смотреть. Ой. Не, они здесь снимают. Да? А здесь снимают? Да. Здесь снимаем. Это меня в камере нету, да? Ну-ка, давай-ка, все похвалим. О, отлично. Полным планом. К вам потом поставим.